Всем привет из Ширинца. У меня тут маленький докладик на 55 минут. Но за 5 минут уложусь. Так что в приложениях я секретариат материал отдам. Не бойтесь. Так, ну у нас недавно избрали, буквально перед Новым годом, новый совет старейшин, так, куда я, кстати, тоже вошел. И вот мне поручили выступить с проблемой Ширинского района перед, то есть на уровень выше нужно выйти, для того, чтобы помочь нам. В первую очередь я хотел бы сказать о работе долго говорить не буду, а о работе нашего предыдущего главы, это Батандаева Георгия Андреевича. Вы его все знаете, встречали на Тун-Пайрамах, на всех таких форумах, мероприятиях. Он действительно был авторитетный человек, причем лидер был неформальный, его год назад не стало. Потом заменил его заместитель Тодышев Николай Васильевич, затем у нас прошли выборы, перевыборы и избрали Абдина Николая Романовича. Ну, хоть Николай Романович и депутат, я думаю, он тоже от народа, еще не за так, энергии много, так что будем работать. Так. В приложении у меня, кстати, в секретариат отдам, оценка этой работы нашего совета старейшин есть. Так. Начну, пожалуй, не по порядку, а с главной проблемы, с которой я сюда приехал. Это капитальный ремонт нашей школы Топановской. Она очень старенькая школа. Так, нижний венец бревенчатое, приспособленное здание, причем школа средняя, обращаю ваше внимание. Нижний венец практически весь гнил, окна дырявые, с потолка штукатурка постоянно сыпется. Вот такой толщины. Представляете, да? Хорошо ночью всегда падает, никого еще не пришибло. Это очень опасно. Так, пока директор стал там за 5 лет, успел заменить отопление, то есть теплотрассу, котлы поменял, самодельно выкинул, добился. Правда, добивался очень тяжело, но все-таки настоял, чтобы заводские котлы поставили. Они более эффективные, так что маленько тепло стало. Но греем-то мы улицу. Пока Николай Николаевич работал, кстати, у нас школа носит имя Кокова Николая Николаевича, он даже иногда сжигал до 100 тонн в год угля. Маленькая школа. Представляете, хорошо он был маленько блатной такой еврей, ходы имел это. Со всеми умел договариваться с начальством, и у него авторитет был. Мне же тяжело приходилось. Просишь там сверх лимита, допустим, 10 тонн. Ладно, начальство одобрило районное, доходишь до экономиста нашего главного, Шаманская. Владимир Михайлович, а почему 10 тонн просите, а не 9, не 11? Ну, попробуй тут обосновать. Вот прямо издевались натурально. Тепловой режим не соблюдается, например, а я угля не могу. Приходилось просто ездить на машине своей по деревне, и чтобы школу не разморозить, собирать уголь. У того ведро, второго возьмешь так. И таким образом мы не раз, кстати, морозы переживали. Теперь мы все-таки добились комиссии. До этого я добился, районная комиссия пришла, работала у нас в школе. Но не создали ни дефектной ведомости, ничего. Посмотрели, главный архитектор Суворов, ну и остальные специалисты тоже были компетентные. Бумаги никакой не сделали, уехали. Потом все-таки независимую комиссию уже с республики удалось выудить, это уже когда я уже ушел. Они все-таки признали, что износ здания у нас около 90%. Это большой износ. Сама цифра говорит. Районное начальство наше помогло, профинансировало, приготовили сметную документацию. Эта проектно-сметная документация прошла экспертизу государственную. Поправили, конечно, в сторону, сейчас у нас время такое, кругом надо копейку экономить, на 1,5 миллиона уже убавили деньги, так, там-то завышенные объемы, там-то другие материалы применили, более дешевые, например, так. Но я думаю, со временем, если даже ремонт когда-то будут делать, да, эта сумма еще меньше станет. Так вот, я прошу, чтобы все-таки помочь нам протолкнуть не идею, а проблему нашу перед администрацией республики, чтобы все-таки ремонт провели. Другие проблемы у меня есть? Владимир Михайлович, спасибо. Да, остальное передам.
Да, пожалуйста, Да. передайте секретарю. Слово предоставляется Тодышевой Валентине Ивановне, члену